С самого утра в селе Ишера у мемориала первому президенту Абхазии собираются люди. В день рождения Владислава Ардзинба сюда едут со всей страны, чтобы отдать дань памяти выдающемуся лидеру абхазского народа. Владислав Григорьевич Ардзинба – это не просто уникальная личность, а целая историческая эпоха. В абхазской политике он появился очень неожиданно и ярко. Судьба буквально вытолкнула ученого на поприще политической деятельности в годы перестройки. Благодаря высочайшему профессионализму политика, дипломата, а также исключительным морально-волевым качествам, Владислав Ардзинба, можно сказать, стал творцом современной абхазской истории. В один из самых сложнейших исторических периодов, когда казалось, что весь мир был против маленькой Абхазии, он сумел отстоять не только права абхазского народа, но и само государство. Находясь рядом с этим человеком, выполняя различные задачи, сомневаться в чем-либо, в неправильности или, скажем так, в нецелесообразности тех или иных действий категорически ни у кого не возникало. Он меня поражал именно своим отношением, своей колоссальной большой любовью к своим солдатам. Наши все неудачи в различных операциях, а их немало, к сожалению, было за этот период войны, и подводя итоги этих прошедших боевых действий, он практически заканчивал всегда мыслью, словами. Во-первых, поддерживал командиров различных уровней, чтобы они не падали духом, а всю вину полностью. И он это умел и словами, и своим вот этим отношением высказать, и всю ответственность он брал только на себя, винил во всех наших неудачах себя. Роль Владислава Григорьевича Ардзинба в победе народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов невозможно переоценить. В переломный и судьбоносный для Абхазии момент он сумел мобилизовать не только народ республики, но и соотечественников за рубежом. Столкнувшись с угрозой полного истребления под руководством великого лидера и главнокомандующего, представители абхазского народа смогли объединиться, и именно это привело к долгожданной победе. Владислав Григорьевич Ардзинба – это у нас лидер, тот, который человек на самом деле всю натиск грузинской армады это выдержал. Вместе с населением он рядом стал, и мы сегодняшний день мы находимся на правильном пути. Владислав Ардзинба сочетал в себе качество подлинного интеллигента, человека скромного, близкого и понятного для каждого. И в то же время он мог быть жестким и несгибаемым, когда это было необходимо. Владислав Григорьевич безгранично любил родину и всю свою жизнь посвятил ее служению. В сердцах каждого представителя абхазского народа он навеки остался примером настоящего патриота, лидера, человека, сумевшего спасти нацию от истребления. То, что родился в нашем селе такой великий человек, и великий человек для всей Абхазии, это останется на веки веков. Большущую роль, как главнокомандующий, он сыграл в нашей войне. Он очень часто приезжал в тыл, и этим солдатам поднимал дух. Мне кажется, благодаря его мы действительно выиграли эту войну. За исключительные заслуги перед Республикой Абхазия, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства, а также за успешное проведение военных операций в масштабе всех вооруженных сил, в результате которых была одержана победа в Отечественной войне, Владислав Ардзинба удостоен ордена Ахтзапша первой степени. За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, Владиславу Ардзинба присвоено звание Героя Абхазии. Скоропостижная смерть первого президента 4 марта 2010 года стала всеобщим потрясением для всего народа Абхазии. Но идеи Владислава Ардзинба живы по-прежнему. Жива и его вера в будущее независимого абхазского государства. Аля Катрабш, Алексей Агухава. Абхазское телевидение.